Сергей Юрьевич, значит, многие наши горожане, в том числе и ветераны, которые прожили здесь не один год, до сих пор не знают точной суммы людей, сколько проживает на территории Нерюнгринского городского совета. Некоторые ссылаются на сумму 100 тысяч, некоторые 180, 150. Конкретики такой нету. Может, когда-то информация поступала, но вот люди, может, не уследили за ней. Я хотел бы получить информацию из первых рук. Сколько на сегодняшний день на территории Нерюнгринского городского совета проживает людей, и в том числе сколько в городе, сколько в поселках? Ясно. Численность населения, значит, по Нерюнгринскому району на начало 93 года на основании статистических данных 118 195 человек. Количество людей сокращается, небольшой отток населения. 4302 человека убыло по тому году у нас. Сюда входит городская и сельская местность. Конкретно по городу Нерюнгри численность составляет 77 461 человек. Сокращение идет на 1641 человек. Это такая же картина у нас по населенным пунктам по Нерюнгринскому району. Ну вот, Сергей Юрьевич, нашу программу смотрят жители Нерюнгри, ближайших поселков. Им, наверное, тоже будет интересно узнать, сколько же конкретно в поселке, допустим, Серебряный Бор, Чульман, Беркакит проживает людей. Вы можете такую сумму сообщить? Да, конечно. В Чульмане проживает 77 641 человек, в Серебряном Бору 8433, в Беркаките 8441 человек, в Золотинке 10 039 человек, в Нагорном 779, поселок Хани 2150 человек, в Янгре 1457 человек, в Хатыме 1460 человек. Ну и, соответственно, какой отток вот был по 92 году? Отток населения по Чульману 785 человек убыло, в Беркаките 412, в Сербуре 966, в Золотинке 52, в Нагорном 51, в Хане 378, в Хатыме 62 и Янгра 65 человек. Вот в таком плане. Значит, в связи с получением ваучеров большой поток людей обращается по вопросу прописки. Мне хотелось бы, чтобы нерюнгрицы своевременно оформляли в прописку в связи с положением, установленным законодательством. Тем более предусмотрена административная ответственность по этому вопросу. Решается вопрос прописки. А точнее сказать, на сегодняшний день прописка это затрагивает жизнь человека. Ну вот сейчас в связи с новым законом, который, я вот точно не знаю, принят или будет принят, прописка отменяется у нас на территории России. Ну пока, значит, нам ничего не поступало по этому вопросу. Мы регламентируемся старыми положениями, старыми приказами. То есть, как у нас в России бывает, значит, с 1 числа мы ждали все долгожданный закон о въезде-выезде. 1 число прошло, вот уже заканчивается январь месяц, а конкретно вот на месте, в нашем паспортном столе, в нашем отделении АВИРа, ничего не известно о том, как вот человек, допустим, сейчас может выехать за границу. То есть, пока все это на старом уровне, как было, так... Да, пока, значит, это все на старом уровне. Значит, определяется только в частном порядке, в частном приглашении по месту прописки и месту жительства. Информации по новым бланкам паспортов у вас нет? Нет, на такой информации нет, пока не поступала. Ну, думаю, она скоро появится. Ну, как только она появится, я думаю, мы свяжемся с вами и объясним нашим телезрителям, что это из себя будет представлять новый паспорт и систему въезда-выезда, как она будет конкретно работать вот уже на территории нашего городского совета. Значит, а также мне хотелось обратить внимание руководителей предприятий, учреждений о положении въезда и регистрации в особые регионы страны. О своевременном оформлении приглашений, ходатайств через администрацию города. Ну, это уже было сказано, было опубликовано в газете ранее. Пользуясь случаем, опять же, я хотел бы немножко рассказать о нашей работе. Загруженность работы у нас сейчас большая. По регистрации паспортов, предприятий, кооперативов, регистрации гражданства, регистрации иностранных граждан. Сейчас в настоящее время у нас очень много их, 392 человека. Два человека иностранных граждан проживают на постоянном месте жительства, приехали к нам. Но многие из них не знают правила въезда, нужна срочная регистрация их.
Нужно расширять отдел. Со временем, думаю, решается вопрос о оформлении и выдаче паспортов у нас в городе на месте. Вот опять То есть же, вы имеете в виду АВИР, да? АВИР, да, имею в виду АВИР, значит. Человеку уже не нужно будет обращаться в Якутск, он может прийти к нам сюда и оформить загранпоездку себе. Ну, дело осталось, можно сказать, за малым, за документацией, оборудованием и небольшими инструкциями. Значит, расширение именно штата работников не только вольнонаемных, но и сотрудников милиции. Расширение здания, чтобы нового здания у нас. Зарплата, чтобы пересмотреть зарплату вольнонаемных. Вольнонаемные работники — это в основном у нас женщины. У них очень маленькая зарплата, от 7 до 9 тысяч. Очень маленькая зарплата. Ну и техническая часть нашего отделения техническая оставляет желать лучшего.